Молодые люди после учебы в университете решили не тратить много времени на готовку и купили сосиски в одном из магазинов местного производителя. Инородное тело они обнаружили уже дома, во время готовки. У одной из них вот что было. Что это, червь, да? Фу, они еще живые. К счастью, молодые люди попробовать сосисочные изделия не успели, но неуказанные в составе ингредиенты полностью испортили мужчинам аппетит. Пару дней спустя сеть заполнила фотография колбасы с пакетиком пищевой краски, уже от другой компании. Действительно, таких обращений в наш орган управления Роспотребнадзора не поступало. За этот год поступило 3 жалобы на плохое качество, неудовлетворительное качество колбасной продукции. И по каждому случаю, конечно, нашим органам проводилась проверка. Без заявления потребителя специалисты не вправе проводить внеплановые проверки предприятия. Всего в этом году Роспотребнадзором проведено 65 проверок, из них 57 с наложением административных штрафов. И сейчас эксперты уверены, эти 2 случая фальсификация в целях опорочить репутацию производителей. Невозможно, чтобы в этих сосисках обнаружили живые микроорганизмы, так как технологический процесс подразумевает термическую обработку продукта, в результате чего все микроорганизмы должны погибать. Да? По второму случаю с красителем это, в принципе, тоже может быть фальсифицировано, так как при разрезе четко виден, да, именно вот этот пакет с красителем. Интересные находки там, где их быть не должно. Гвоздь в хлебе, стафилококк в тортах, заветренное мясо и неблагородная плесень на сыре. Вот с чем сталкивались за последние годы жители республики. По самым громким делам нарушения были устранены, владельцы отделались лишь штрафами и продолжили работу. Такие деликатесы – повод для серьезного разбирательства. Однако мало кто из потерпевших обращается в суд за компенсацией вреда. А зря, считают специалисты. И сколько еще человек предпочли возмущаться лишь в стенах своей кухни, остается только догадываться. Хултан Лариса, Василий Соловьев, Вести, Якутск.